прозвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической войны. И в торжественные праздничные дни Великой Победы мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням. 9 мая – день нашей гордости. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, жизнь и весну. Песням тех военных лет, поверьте, мы не зря дома вдалеке пели в 4 шагах от смерти о родном заветном огоньке. И не зря про путь к Берлину пели, как он был нелегок и не скор. Песни вместе с нами постарели, но в строю остались до сих пор. Песни эти с нами и поныне, никогда нам петь не надоест, как на запад шли по Украине, и как с боем взяли город Брест, и что помирать нам рановато, и про тех, кто дал нам закурить. Вы спросите сами у солдата, мог ли он такое позабыть? Время нас как пулеметом косит, но меня, пока еще живой, песня незабытая уносит в незабвенный лес прифронтовой. Вальс играет на баяне, слушаем мы, словно в забытии. Помните, друзья однополчане, боевые спутники мои. Звезд не слышен, небесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон, играет гармонист, вздыхают жалобы фронтовом, и каждый слушал и мечтал о чем-то дорогом. Свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Ну пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит. Так что ж, друзья, коль наш черед да будет скрипа, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, и
нас за все, что завтра ждет. С берез не слышен небесом, слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно в забытье Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. замечательное слово знаем ты и я. Мир, мир, мир. Вместе с нами повторять готовы все друзья. Мир, мир, мир. И с надеждой вся планета произносит слово это. Мир, мир, мир. Все, что ценим и любим, дарит людям. Мир, мир, мир. Все, что ценим и любим, дарит людям. Мир, мир, мир. Дружим дети на планете, ты со мной, а я с тобой. Кружим бой над планетой голубой. Замечательный людям мир, мир, мир. Все, что ценим и любим, дарит людям. Мир, мир, мир. Если громко засмеемся, вот веселый будет смех. Если за руки возьмемся, хватит радости для всех. Хватит радости для всех, хватит радости для всех, хватит радости для всех. Замечательное слово знаем ты и я. Мир, мир. Все, что ценим и любим, дарит людям. Мир, мир, мир. Дружат дети на планете, звонко юный, как весна. И одно нам солнце светит, и земля у нас одна. И земля у нас одна, и земля у нас одна, и земля у нас одна. Мир, мир, мир. Все, что ценим и любим, дарит людям. Нашей общей памяти о великом подвиге, совершенном советским народом. Тысячи наших земляков сражались на фронтах Отечественной войны. 14 волоколамцев удостоены звания Героя Советского Союза. Победа — священную память о героических событиях тех лет, но и передать ее будущим поколениям. За нашу свободу и мирную жизнь. В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, мира и тепла. С Днем Победы! Депутат Московской областной думы, гвардии капитан ВДВ, кавалер 6 орденов Владимир Сергеевич Шивцев. Дорогие друзья, всех нас вместе, от мала до велика,
На этой площади, в городе воинской славы, Волоколамске, собрал великий день. День победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Дорогой ценой досталась победа. 28 миллионов человеческих жизней, погибших на полях сражений, умерших в госпиталях, замученных в фашистских застенках, не переживших обстрелов, голода и холода блокады, умерших в тылу. И наша святая обязанность помнить об этом всегда, передавая из поколения в поколение всю правду об этой величайшей трагедии 20 века, о великом подвиге нашего народа, показавшего беспримерное мужество, стойкость и героизм в этой войне, что не даст никому и никогда переписать ее историю заново. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности ветеранам за то, что они на передовой и в тылу ковали нашу общую победу. Хочется всех поздравить с Днем Великой Победы, пожелать всем счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Вечная память погибшим героям. Слава живым! Спасибо. Из Республики Российской Федерации Эдуард Кашаевич Насиров. Дорогие ветераны войны и труженики тыла, уважаемые жители и гости славного города воинской славы Волоколамска. Позвольте от имени посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и всех кыргызстанцев сердечно поздравить вас с великим праздником, Днем Победы. На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым праздником для всех братских народов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Дорого далась эта победа. Погибло более 28 миллионов человек на этой страшной войне. В каждой семье есть о ком вспомнить. Как дань памяти героизму советского народа ежегодно в этот день победы на всем постсоветском пространстве поздравляет ветеранов войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, возлагает венки к памятникам. Память об этой великой победе в Кыргызстане будет вечно передаваться из поколения в поколение. Навсегда в нашей памяти останется подвиг 28 панфиловцев, воинов красноармейцев 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Панфилова, сформированной на территории братских республик. Истребители танков бросился под вражеский танк со связкой гранат. 7 мая 2015 года в Волоколамске с участием президента Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста Душенкулу Шапокову. Подвиг наших народов, разгромивших фашизм и отстоявших свободу и независимость, одна из ярчайших страниц общей истории всех стран Содружества независимых государств. Мы никогда не должны забывать о героизме наших предков. В этот праздник хочется пожелать в первую очередь мира. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки и любовь к родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. Наш общий долг – помнить и передавать потомкам память о героях, павших в боях за свободу и независимость наших государств. Мы уверены, что братская дружба наших народов, закаленная в годы суровых военных испытаний, это незыблемая основа поступательно развивающегося союзнического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова искренней и сердечной благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, всем жителям города воинской славы Волоколамска и всего района желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Низкий поклон героям и вечная им память. Спасибо. Николаевич Карабанов. Дорогие ветераны, уважаемые волоколамцы, 74 года назад отгремели победные залпы праздничного салюта, известившие всему миру об окончании самой жестокой в истории человечества войны. Советская армия Федерации по межнациональным вопросам
председатель Совета кыргызской диаспоры города Москвы и Московской области Райгул Ардимаматович Атакуров. Дорогие ветераны, уважаемые волоколамцы, от имени кыргызской диаспоральной общественности города Москвы поздравляю всех вас со Днем Победы, с торжеством, в котором слились воедино скорбь и память, радость и горесть. Он стал символом родства наших народов великой державы Советского Союза. И в такой сплоченности, преданности к общей родине заключалась наша сила, уверенность и достоинство. В этом году исполняется 78 лет с начала Великой Отечественной. Кто в строю, кто рядом, и не скрываем при этом своей гордости и слез. Мы склоняем голову перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан и друзей, всех, кто не вернулся с войны. В годы героической и жертвенной дороги к победе нужно было без промедления решать множество сложнейших задач. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие волоколамцы, 74 года, вроде бы срок небольшой, но нашей России пришлось много потрудиться, чтобы восстановить разрушенную страну после такой жестокой войны. Мы сегодня находимся с вами и живем здесь, на Святой Земле. Наш город, наверное, все-таки по достоинству носит имя города воинской славы. 3 населенных пункта нашего района имеют звание пункт воинской доблести. Вчера в Доме правительства Московской области было торжественное вручение грамот пунктов воинской славы селу Спас и селу Асташова, с чем мы их и поздравляем. Это наша гордость, это наша слава. Разрешите поздравить всех с наступающими нашими праздниками 75-летия. Это подготовка сегодняшний день к великой дате, великому юбилею. А сегодня с праздником, с Днем Победы! Вячеслав Дмитриевич Алов, город Волгоград. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые волоколамцы, жители Волоколамского района, все мы знаем, что ранним утром в июне 1941 года 190 дивизий вермахта в составе 5,5 миллиона человек без объявления войны напали на Советский Союз. Самые трудные дни пережила наша Родина, это 1941 год. Но в конце 1941 года советский народ и наша славная Красная Армия разгромила немцев под Москвой, и мы узнали, что миф о непобедимости Германии был разрушен. Следующее сражение – это Сталинградская битва, которая послужила начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. А уже в августе 1943 года Курская битва нанесла немцам сокрушительный удар. Это был коренной перелом в Великой Отечественной войне, и наши войска пошли только на запад. И в 1945 году, 9 мая, мы начали праздновать День Победы. Я не участник Великой Отечественной войны, я дитё войны. Поменялись люди. Раньше праздновали, такие нарядные, праздничные были вооруженных сил Советских вооруженных сил, вручить городу-герою, от города-героя Волгограда, городу
воинской славы ордена Отечественной войны первой степени.
Я думаю, пойдем, пойдем. Акцию «Поезд Победы». Первый поезд Победы
отправился 9 мая 1995 года, в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала замечательной традицией. В этом году поезд Победы отправился с Рижского вокзала Москвы до станции Дубосеково. Пассажиры поезда, это более 700 гостей, ветераны-железнодорожники и труженики тыла, посетят мемориальный комплекс, чтобы отдать дань памяти незабвенному подвигу героев-панфиловцев. Нашу программу сейчас опять продолжает концертный образцовый оркестр открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Сегодня, 9 мая, с Рижского вокзала в праздничный рейс отправился поезд Победы. В этом году его маршрут проложен до станции Дубосеково. Мемориальный комплекс посетит сегодня более 700 участников ретро-поездки, среди которых ветераны-железнодорожники и труженики тыла. Участники акции примут участие в торжественном митинге и церемонии возложения цветов к мемориалу героям-панфиловцам. Через 5 минут начнется торжественный митинг. Гремят! Верность любви отдана. Летят из далекого края, как ласточки, письма любви. Ты вспомни меня, дорогая, ты имя мое назови. Играют гарнисты тревогу, тревогу гарнисты трубят. Уходят солдаты в дорогу, и нет безымянных солдат. Нашу программу продолжают финалисты проекта телеканала «Россия». Уходят рыцари со школьного двора, в шинелях серых шагают маршем. Уходят вовсе не похоже навсегда. Никто из них не станет старше. Уроки кончены, не будет перемены. Для них звонок последний прозвучал. Идут друзья отцам своим на смену, куда еще никто не опоздал. Из 5 останется один, ему издарить памятники им, ему другим напомнить о войне и о друзьях, идущих в тишине. Волки, оскалившись, плясают. Война окончится и мирные дела, памятные даты, бессмертие, памятники им, ему другим напомнить о войне.
взгляды твои, но далекому мужеству. Хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял, и в глазах огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат. хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, отразился огонь? С праздником Победы всех! Спасибо! Годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. На сцену приглашаются заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Дмитрий Сергеевич Шаханов, руководитель Департамента социального развития аппарата Центрального комитета Роспрофжел Сергей Анатольевич Шеболдин, председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России Николай Петрович Гром, заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района Иван Алексеевич Абрамов. Шаханову. Ветераны, дорогие товарищи ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, для всего нашего народа дату победы в годы тяжелейшей Великой Отечественной войны. Эта победа нашему народу досталась неимоверными усилиями, ценой более чем 20 миллионов жизней наших с вами соотечественников, ценой пролитой крови. И тот сегодняшний поезд Победы, поезд памяти, на котором мы прибыли на это святое место, свидетельство тому, что все поколения граждан Российской Федерации об этом, конечно же, помнят. Они помнят об этом и держат эту память в своем собственном сердце. Мы вместе с вами сейчас находимся в святом месте, месте героических событий, месте героических действий по-настоящему героев-панфиловцев, которые ценой своей жизни уберегли массу москвичей, весь советский народ в годы войны. Об этом сложены легенды, об этом написаны книги, об этом сняты сейчас фильмы. И, конечно же, наша задача заключается в том, чтобы память об этом героическом поступке, память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны оставалась навсегда в сердцах всех поколений, в сердцах наших детей, в сердцах наших внуков и в сердцах всех людей на все годы. Ну и, конечно же, нельзя забывать о подвиге железнодорожников. Без железнодорожников не было бы этой великой победы. Мы гордимся нашими железнодорожниками, мы отдаем им дань уважения, мы стараемся помогать ветеранам, чем можем. Ну и, конечно же, в этот святой день, отдавая память всем героям, героям России, героям железнодорожникам, мы должны сделать все, чтобы все славные традиции, все, что было завоевано их усилиями, ценой их жизней, было сохранено и приумножено. Мы должны сохранить эту память и пронести ее через все поколения так, чтобы она оставалась вечной. Я
отдавая дань этому героическому подвигу, от имени всего коллектива, миллионного коллектива российских железнодорожников, низко кланяюсь вам, дорогие товарищи ветераны, поздравляю всех с этим святым праздником, желаю, чтобы здоровье у вас не подкачало, желаю, чтобы ваши близкие, ваши родные, их теплота вас всегда поддерживала. Ну, а мы будем стараться помогать всем, что будет в наших силах. С праздником вас, дорогие товарищи! Направление сохранится в памяти народной, как полоса Федерации Эдуарда Кашкаевича Насирова. Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия и волоколамцы, я от лица посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации тоже хочу поздравить всех присутствующих здесь с этим одним из важнейших праздников всех постсоветских стран, поскольку я уверен, что нету здесь ни одного человека, кого бы эта война не затронула. В каждой семье это и отцы, и деды, и прадеды вложились в эту победу. В этой связи, наверное, я бы сказал коротко, вот то значение, которое придается Российской Федерации и всеми нашими странами, братскими республиками бывшего СССР, это вклад в то, чтобы все поколения, нынешнее, подрастающее поколение, вот пока мы будем помнить, пока мы будем воспитывать наших детей в этом духе, в духе того, чтобы все потомки помнили о той страшной войне, то, наверное, войны не будет. Поэтому всех вас с праздником. Участие в нашей памятной церемонии. Спасибо. Не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Это молчание. От имени сердца, от имени жизни повторяем: вечная слава героям! Начинается торжественная церемония возложения цветов. В знак памяти и бесконечной благодарности к мемориалу героям-панфиловцам возлагаются цветы. Чисменская. От коллектива ОАО РЖД. Уважаемые мемориалы,
Реконструкция боя. Техника какого, конечно, не сохранилась. Оттуда от разъезда немцы шли. Уже вся спина мокрая, все. А я тут по одной еду. Нет, там каких-то осталось. Сейчас все ушли. А тогда что, сказали, что все погибли. Партия Пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег Катюшой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег Катюшой. Ну ладно! Праздников! На берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Тартап биледі. Я.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Okulan Kur'an şu el yerin qorğayız deb o'quvchi Usmon nomini o'qigan bizim 28 batırlar var. Bağışladı yapkan geçti. Anan oynuyorsun. Onlar açık olursa da tamam. Soru.